говорить очень просто, что фотография — это получение некого изображения на светочувствительной поверхности. Ну и все, это одна из ее граней. Вот вы видите трех молодых людей, которых сфотографировал Абдус Зандер где-то в 20-х годах в Германии. И видите, что вокруг очень четко видно, что вот светочувствительная поверхность вторгается внутрь изображения. То есть вот эти края рамки черные, и это самое простое такая, ну, как мы можем определить фотографию, чем она является. Получение изображения на светочувствительной поверхности. Вот, то есть, ну, свет, как в фильме показано, там было, как этот фотограф говорил о том, что там источник мудрости и мой враг, он попадает на пленку и формирует на ней какое-то изображение, да? Но сама пленка иногда вторгается вот этими точками, дефектами в структуру изображения и приносит что-то свое. Вот. Иногда вот так вот даже происходит, когда фотограф специально в силу того, что тут такая довольно откровенная сцена происходит, да, он с стеклянной пластинки стирает часть изображения. Это фотография одного фотографа, который себя не считал никогда фотографом, собственно говоря, фотографировал проституток Нового Орлеана. Вот. Его негативы были обнаружены только, по-моему, после его смерти и сделали его знаменитым, там как-то так, в стеклянных коробках они хранились. Он просто своих знакомых и подруг фотографировал, то есть, да? Но он довольно их фотографировал так. Ну, вот видите, она рисует бабочку на стене. Что она там, вы, кстати, плохо видите, да? Там некое животное на стене изображает. Вот. Но тоже светочувствительная поверхность очень сильно вторгается, и мы ее начинаем видеть. То есть иногда это неотделимо. И это становится вот сейчас наиболее очевидно, потому что у вас есть цифра, в которой этого нету изначально, у нее нет поверхности. Она получается на единичках, ноликах, и она несет изначально отсутствие этой поверхности, пока она не напечатана. Пленка сразу получается, она сразу, ну, на пленке изображение получается сразу, оно сразу на ней существует. И уже накладывает отпечаток на то изображение, которое вы получаете. Я не говорю, что там в журналистике, естественно, вам ближе будет цифра, быстрее и лучше. Хотя тоже относительно. Для некоторых эффектов, там, современных, ну, даже не эффектов, некоторые там, фотографы-документалисты современные, они могут использовать пленку, потому что она им больше нравится. Или потому что с пленкой ты не производишь впечатление профессионального какого-то чувака, и к тебе больше доверия, возможно. И, ну, и твои там камеры, да, вот, может выглядеть вот так, она может хорошее изображение давать, да, но на нее, например, с ней точно пропустят на любое мероприятие, где вот эти вот камеры обмеряют ОМОНовцы линейками и не пропускают с объективом в длине там 15 сантиметров, по-моему, как-то так, да. Ну, то есть вот с ней, скорее всего, там подумают еще, пустить или нет, а это некая дедушкина камера, которая также замечательно будет снимать, но никто не поймет, что это такое, то есть, да. Вот, то есть есть свои тоже, то есть даже в журналистике границы применимости пленки тоже возможны, как некое отступление. Дальше. Чем еще является фотография? Фотография — это некий процесс, который проходит без участия фотографа. То есть очень часто, ну, где она? Она у меня тут. Ладно, но так нормально видно или не совсем? Почему я говорю о том, что фотография — это процесс, который проходит без участия фотографа? Дело в том, что вы нажимаете на кнопку, а дальше что происходит в фотоаппарате? Дальше происходит воздействие света. И, условно говоря, вы на него влиять уже не можете. Нажали кнопку и все. Соответственно, если вы нажали кнопку на 0,01 секунды выдержка, то все это произошло мгновенно. И все примерно понятно, что у вас получилось. Да? Ну а вот тут вот вдруг фотограф нажимает на кнопку на длинной выдержке, и в изображение вторгается нерезкость. То есть, как только закрылся видоискатель, ну, а в зеркальных камерах именно так и происходит, вынимается зеркало, и вы дальше ничего не видите на некоторое время. И вдруг начинает происходить, ну, даже в мыльницах. На какой-то момент экранчик темнеет. А что там произошло, до конца непонятно. И получается, что это процесс, на который фотограф очень часто, ну, может не знать, что получится. То есть, это, он происходит вне его, как бы, компетенции, можно сказать. Ну или вот тоже. В общем, ну, по-моему, что-то видно, что вот эта улица, в которой там освещена контровым солнцем, да, и стоят на перекрестке два человека старых. Ну, это Австралия, по-моему, Сидней, фотограф Трент Парк, и он
вот снимал толпу на длинной выдержке в солнечный день, и вот эти вот два старых человека, на этом экране гораздо лучше видно, что мужчина превратился, ну, уже почти в мумию, на самом деле, в этом свете. Там, ну, очень лицо такое, похожее на череп, очень обозначились скулы каким-то образом, и он уже такой, ну, для меня на грани между жизнью и смертью. То есть, ну, тоже фотограф не мог до конца этого предположить. То есть, понятно, да? Дальше, то же самое, вот так мы можем смотреть все. А это, как видите, тоже тут иллюстрация того же самого. Вот, видите, что лицо превратилось в некую маску. Но и какие-то общие штуки я могу показать, но просто посмотрите сюда, кто увидит. Видите, что лицо превратилось почти в маску животного. Ну, то есть там почти человек уже не существует. То есть, и на самом деле, это, вот видите, еще по логотипу фотографии агентства Magnum. То есть это агентство, которое занимается социальной, там, документальной фотографией. И ну, то, что сочли бы, например, в наших каких-то, возможно, изданиях браком, ну и то, что это не резкость, и непонятно, кто это, то есть что это такое, там это сочли абсолютно нормальным подходом к съемке, потому что Антуан де Агата снимал таиландских трансвеститов. И ну, вот эта вот случайность в этом изображении, которая вот ему принесла опять-таки длинная выдержка, и то, что человек случайно шевельнулся, он вдруг, ну, сделал, показывает отношение к фотографу, к объекту, который он снимает. То есть вот, ну, довольно такое, не совсем приятное всегда это впечатление. Дальше. Ну, такая знаменитая фотография в истории фотографии 20 века, это Диана Арбус. И для меня фотография еще вдруг приобретает еще одну грань. Фотография — это коллекционирование образов. И это вот мальчик с ручной гранатой в Центральном парке. По-моему, она так длинно и называется, с игрушечной ручной гранатой. Диана Арбус фотографировала всяких фриков своего времени, то есть, ну, первая затронула тему, связанную с трансгендером, да, там, американским, трансвеститами и всем вот таким вот, то есть, да. И ей было интересны разные люди, очень странные люди. И вот, ну, с этой точки зрения многие ее там главную работу, связанную с этими фриками, можно рассматривать как коллекцию разных людей. Вот. И, ну, фотография это позволяет делать, в отличие от живописи. То есть живопись не позволяет нам коллекционировать образы реального мира, а тут она позволяет это делать. Еще очень забавно, сразу обращайте внимание, мы про это уже и сегодня будем говорить, видите, вот это пересечение головы мальчика с человеком. Вот меня оно раздражало очень долгое время, и только после того, как я увидел эту фотографию на выставке, ну, напечатанной на нормальном виде, то есть не на экранную копию, даже не в альбоме. В альбоме она меня тоже раздражала. Когда я увидел на стене, она меня перестала раздражать только потому, что я вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и случайность, и она не хотела, чтобы эта женщина совпала с головой ребенка, но у меня вдруг почему-то на выставке я начал думать о смыслах, о том, почему мальчик совмещается с силуэтом женщины. Ну и понимаю, что, возможно, это могла бы быть, условно говоря, на фотографии можно предположить, что эта женщина — это некий образ его матери, который находится у него в голове. Ну и получается, что, ну, это, условно говоря, какая-то фрейдистская штука, что там типа наши родители нас сопровождают. Ну, я почему-то начал разворачивать это в таком ключе. Это современное коллекционирование. Ренеки Дикстра, фотограф на стыке между документальной и арт-фотографией из Дании. У нее очень много снимков людей, вот именно так, в полный рост на пляже, с использованием студийного освещения, ну, обычных людей, которые она там встречает. И это тоже коллекционирование, только это коллекционирование, как это назвать, жиголо. Филипп Гарсия де Лорка, фотограф из Голливуда, фотографирует жиголо на Сансет-бульваре за $20. Ну, их уличная цена. Вот, и он дает $20 и делает фотографии. Ну, ему нравится коллекционировать эти объекты именно с тем, чтобы что он передает им цену этих людей на улице, да, вот. И вот фотографирует таких вот людей. У него коллекция такая. Вот. А это Нобушико Араки. Он подходит к людям вот так вот. Фотографирует все от
порно до арта какого-то там, да, хотя порно и арт иногда очень близко, значит, от порно до репортажной фотографии, то есть, да, там, до уличной фотографии. Но преимущественно женщин, очень часто связанных, но это его жизнь, и все еще очень часто фотографирует все это, запечатлевая на узкую камеру с впечатыванием даты. Ему важен дневник, и важно, что это было сделано в этот день. Но это его коллекция образов, она другая. О, смотрите, сразу японка тоже голая. Это уже про другое. Это про то, что фотография — это следующая грань, это прошлое. Задумайтесь о том, что фотография всегда прошлое. Она никогда не в настоящем, она никогда не в будущем. Как только вы сделали фотографию, все. Ну, она уже туда ушла. Ее уже нет, потому что, ну вот вам образы из прошлого, да, ну такие грустные немножко, электрический стул. Ну или вот это уже известные всем карточки. Я даже не смотрю, что вам видно, я смотрю, что мне видно. Черт. Семья Николая II на отдыхе. Фотографировали друг друга. То есть это две принцессы, там как мать императрицы, по-моему, ну, в общем-то, в такой повседневной бытовой обстановке, но фотография — это прошлое. Задумайтесь об этом, и когда фотография становится прошлым, она, во-первых, тут же приобретает ценность. Ну, то есть вот фотография действительно, она нас может столкнуть лицом к лицу с тем, как эти люди выглядели раньше, да, или с тем, вот, как это было там в 1945 году на Красной площади. Вот. Мы привыкли, конечно, к другим кадрам, хотя, может, это не 45-й, может, это другой парад 9 мая, но еще близкий к окончанию войны. Тут еще, вот, видимо, ветеран, да, и он довольно-таки еще молодой в форме, да. Вот. Но еще одна из знаменитых теоретиков фотографии 20 века, философ Сьюзан Зонтак, у нее самое знаменитое эссе, оно, к сожалению, на русском только фрагменты переведены, оно называется «О фотографии». Очень просто, или, ну, я не знаю, как по-английски правильно перевести, «On photography», ну, по-моему, «О фотографии», там, предлог «on», то есть, да. И она говорила о том, что, когда высказывалась о прошлом, и говорила, ну, и определяла для себя, что такое фотография, она говорила о том, что фотография — это воображаемое владение нереальным прошлым. Ну, то есть нам кажется, что мы что-то сфотографировали, но нам кажется, что мы это присвоили. Для нее был вот этот первичный акт, что фотография — это присвоение некого образа, и нам кажется, что мы можем его сохранить в памяти. Но на самом деле мы его не сохраняем в памяти. Мы сохраняем некое свое представление о том, что там произошло, и получаем нечто на листке бумаги, ну, что может иметь отношение к прошлому, а что может не иметь. Ну, то есть воображаемое владение нереальным прошлым. Это ее такое вот метафоричное определение фотографии. Да? Ну вот тоже прошлое. Мальчики, таксофон, правила пользования таксофоном, цветная фотография 50-х, наверное, годов Москвы. Вот. Возможно, постановочная полностью, потому что на цвет тогда снимать было сложновато. Пленка была не слишком высокой чувствительности, и, возможно, стоял штатив, мальчики там дружно залазили, ну, не знаю. Но тоже прошлое. Дальше. С прошлым очень часто связано то, что фотография всегда нам говорит о том, что это было. То есть задумайтесь о том, что в отличие от других видов, вот искусства не хочу говорить, в отличие от других видов средств коммуникации со зрителем, это сложнее про искусство так говорить, да, но есть понятие медиум. Знаете, что такое медиум? Ну, из телекоммуникаций, да, это способ передачи информации. Ну вот фотография — это способ передачи информации. И живопись — это тоже способ передачи визуальной информации. И скульптура, собственно говоря, то же самое. Так вот, в отличие от других медиумов, да, фотография для нас говорит о том, что это точно было. И для того, чтобы был вот этот вот момент с этим солдатом американской армии на пыльных европейских дорогах во Вторую мировую, скорее всего, в 1944 году, да, это должно было произойти. И он должен был высунуть язык. Это не мог придумать художник, это не мог придумать там, ну вообще, это невозможно было нарисовать, ну, в таком виде. Ну, нет, возможно было нарисовать, но конкретно фотография всегда это нечто, что было. И этим она приобретает достоверность, в отличие от других медиумов. Мы всегда и верим. Ну, вот это тоже было там, Сальвадор Дали и кошки.
летающие. И это снималось с нескольких дублей, и это все, что плохо видно? Нет. Ну, да, это он прыгал, это снимал Филипп Халсман, и, по-моему, Филипп Халсман, как стал ну, вот, известен буквально, считайте, вот этой вот серии фотографий про Сальвадора Дали. Вот, летящих котов там, то есть, ну, мокрых котов, причем, вообще бедные, издевательства над животными, да? Но заметьте, что мы этому верим, то есть, вот это вот настолько, ну, все висит в воздухе, мы начинаем предполагать, как там затиралась веревочка, на которой это все висит, как она ретушировалась потом. Но вот то, что он прыгал и коты летели, ну, так было, секунду, но было. Специально было сделано, но для меня, может быть, даже лучше любого репортажного снимка Сальвадора Дали, потому что это полностью говорит про него. То есть, ну да, это созданный образ, это постановочная фотография, но почему нет, если это рассказывает о нем? Причем как бы фотограф своего, ну, он, считай, ничего не принес. Он взял мир Сальвадора Дали и поместил в свою фотографию. Ну, вот это из, да, недавних, как раз таки больше имеющих отношение к журналистике, 2011 год, какая-то, ну, какие-то главные события в мире. Но это тоже было. Мы тоже не можем это отрицать, и вот Аня там уже все и дрожит. И как бы неприятно такое смотреть, но что делать? И это было. Царь Николай II на спине у своего брата, князя какого-то, кого там, Алексея, Михаила, не помню кого там, да, развлекается, в самолете играет на фотографии. И тоже, ну, вот мы знакомимся с каким-то новым аспектом личности вот, этого человека. Возможно, Англия, видите, судя по домам там, и архитектуре, точно, может, не Россия, там, хотя, может быть, и в Петербурге где-то такое было, то есть, но вот позировали на камеру, причем оба с трубками, видимо, пилоты с трубками должны быть в представлении. Но смотрите еще, как он забавно держал пинжак, чтобы он там форму не нарушал, видимо, то есть, как бы, чтобы он был более ровный. И это было. Ну, мне важно просто ее показать, потому что вы понимаете, что вот такая некая картина, она, конечно, для нас уже не кажется фантастической, да, но, условно говоря, ее мог написать художник. И доверия к этому не было бы никакого. А в фотографии вдруг появляется отражение, вдруг в отражении появляются некие детали, даже тень фотографа. Это вот тут вот, или не тень, нет, подождите, чья это тень? Его тень, думаете? Может быть, да, это его тень же отражается, а фотограф отражается вот белым, не видите почти, вот этим беленьким пятнышком, да? И какая-то деталь вот тут, вот, то есть появляется куча каких-то элементов, которые, ну, дополнительно, что, инопланетяне? Не думаю. Это всего лишь Луна. Так, следующий аспект фотографии. Такой специально смешной, и он касается того, что фотография — это очень часто некая случайность. Фотография очень тесно связана с тем, со случаем, со случайной реальностью. То есть Ролан Барт в самом начале своей книжки «Камера Люцида», «Светлая камера» — это тоже философия фотографии, он вспоминал почему-то буддизм и говорил о том, что у буддистов есть понятие нашей реальности, но они ее определяют как нечто существующее каким-то определенным образом. Ну вот вокруг нас они не могут, ну там есть одно слово, а у них перевод вот такой вот, нечто существующее определенным образом вокруг нас. То есть для них это реальность. И он, Ролан Барт, проводил очень тесную связь между случайной реальностью и фотографией, потому что для него было очень важно, что фотоаппарат, в отличие от других видов медиумов, ну, фотография, в отличие от других видов медиумов, позволяет запечатлеть эту случайную реальность. Вы же понимаете, что, возможно, тут снималась постановка. Постановка конкретно на фоне ракет, то есть Америка самая сильная, то есть, ну, я не знаю, потому что это, по-моему, фотографии еще середины 80-х годов или немножко раньше. Тут каких-то поставили там будущих американцев, да, тут поставили уже существующего американца. Эти пострижки можно предположить, что 80-е, да, судя по этому халку. А один, блин, зевнул. И все. И вдруг это стало интересным. Несмотря на то, что планировалось, возможно, другое. Но не мог он зевнуть специально. То есть, представляете, сколько надо было дублей, чтобы он зевнул именно так. И именно вот этот пацан, то есть, зевнул, то есть, какой-то выбрать именно такового. Самого толстого, самого жалкого. То есть, да, но вдруг формируется нечто,
что нам интересно рассматривать. И оно зависит от случая. Это очень тесно связано с фотографией. То есть, иногда вообще кажется, что не фотограф снимает, а некто. Поэтому это начинает приближаться к буддизму. Особенно в какой-то жанровой, репортажной, документальной фотографии, там, где вот тут фотограф использовал вспышку. Но вы понимаете, что вспышка в темном зале, и он не видел даже, что он снял до конца, пока не увидел пленку. Он увидел какие-то силуэты, но как они будут выглядеть танцующие, он нажал на фазу движения, но то, что, возможно, был открыт рот, и вот эта улыбка появилась вот тут, он вообще не предполагал этого. Или такая вот реальность. Слезы, мальчик и, в общем, грустно, да? Или такая, да. С одной стороны, у нас есть случайным образом реальность организовалась, но, скорее всего, фотограф за этим следил, чтобы вот эти шапки не пересекались друг с другом. Видите, они все отдельно. Создают определенную ритмику в силу своей формы. А сюда попадает какой-то человек, тут все равно видно, что это некое, или мероприятие, или забастовка, то есть или что-то еще, стоит группа людей. Она видна. А тут показано все отношение фотографа, скорее всего, к этому человеку, который снимает белую перчатку. Зачем он снимает белую перчатку? Непонятно, но обычно перчатки снимают для определенных действий, но все отношение в одной карточке, да, вот в силу этой вот случайной эмоции какой-то. Тоже странная такая, да, нью-йоркские дети, их Вильям Кляйн так увидел, да, они не резкие, мальчик превращается, да, в очень бородатого мальчика. Его так и называли все критики, которые смотрели эту фотографию изначально, даже не критики, редактора журналов, то есть, почему мальчик бородатый, да? А для фотографа это была абсолютная случайность, как он признается, он просто поставил не ту выдержку. Он хотел сфотографировать этих танцующих детей на улице, но что-то там ошибся, да, он довольно халатно относился к съемкам на самом деле, технической стороны. Этот фотограф, он больше стремился доверять своим ощущениям, интуиции и скорости. То есть он снимал очень много, иногда очень много кадрировал фотографии, вырезал отдельных элементов и совмещал их в большие какие-то такие почти коллажи. Это его был подход к съемкам. Или вот, видите, как реальность вот этих зеркал вдруг, или это не зеркала, тоже трудно предположить, но скорее всего зеркала, видите, они какие-то куски рынка напротив отражаются, то есть того, что там. И то, что слишком модернистские были бы подносы такие, слишком такое на кухню вешать довольно странно с людьми. Сейчас можно предположить в каком-нибудь этом, да, но не думаю, что тогда. И тут вдруг этот человек, и к нему вторгается план улицы. Причем, видите, там очень удачно вторгается. Тут одна реальность происходит, тут другая, тут третья. То есть, и все. Тут даже там какой-то человек в шляпе есть в таком цилиндре. Дальше. Мы начинаем эти грани уже постепенно усложнять. Фотография — это некий мир. Да, тут будут очень разные карточки в этом определении. Японский фотограф Дайдо Марияма сказал, что если у тебя есть камера, ты можешь сделать копию. И, собственно говоря, начальный фильм, который мы с вами смотрели, он точно подтверждает это утверждение. Если у тебя действительно есть вот эта темная комната, она действительно делает копию. И также делает копию любой ваш фотоаппарат. На что вы его направите, то он и сфотографирует. Но вопрос, чего копию он сделает? Вроде как окружающей реальности. Но если мы начнем смотреть снимки разных фотографов, у кого-то реальность выглядит вот так, как вы сейчас видите. У кого-то она начинает выглядеть вот так. То есть они все вдруг начинают фотографировать свой мир. И этот мир очень редко бывает похожим. У кого-то так. У кого-то так. Все пока так мило, да, кроме одного снимка. Вот вам Хельмут Ньютон, да, а у него вот так вот эти женщины выглядели, да, и он к ним так относился. А вот эти, Максим Шумилин, к ним относится вот так. А кто-то вообще вот так. Да? То есть каждый фотограф, когда фотографирует, создает свой собственный мир. Этот мир может быть неадекватным, безумным, и отражать внутренний мир самого фотографа. Катун, скорее всего, особо не больно, если не переживаете. Причем это автопортрет еще к тому же. В котором все там стоит на своих местах и все запланировано, что арбуз должен лежать, приемничек, там, все вот эти вот детали обычного быта с незаправленной кроватью, то есть, да. А это Ларри Берроуз и вьетнамские снимки из
в серии «Один рейс Янки Папа номер 13», знаменитая серия журнала Life. Видите вот эту штуку, просто технический момент для мальчиков. На этой штуке был укреплен его фотоаппарат. Он закреплял вокруг боевого вертолета на длинных рычагах очень много фотоаппаратов, чтобы снимать это с неожиданных ракурсов. То есть его журналистская работа именно так выглядела. То есть он держал тросик, и, возможно, не знаю, чья это рука, но он с тросика снимал какие-то кадры. Внутри фотоаппарата фотографировал тем, какой есть. Да? А так, видите, даже на пулемете закреплен фотоаппарат, чтобы неожиданные ракурсы получать. Но реальность вот этого мира Ларри Берроуза, она же совершенно отличается от реальности Хельмута Ньютона. И получается, что с одной стороны вы запечатлеваете ту реальность, которая стоит перед фотоаппаратом, а с другой стороны, в силу вашего воспитания, культуры, ваших интересов, то, что вас вдохновляет, потому что вот Хельмут Ньютон вдохновляли 12-сантиметровая шпилька, журнал Vogue французский и женщины. И как бы высокие причем, желательно около 2 метров ростом, да? Другое его не вдохновляло. А Ларри Берроуз вообще сидел во Вьетнаме, оттуда не вылазил, то есть, да, и там же, правда, и погиб. Вот. Но его вдохновляла военная фотография, и эти два мира, хотя они жили в одно и то же время, совершенно не пересекались. И это все фотография. Ну, а это Джессика Димок, «Девятый этаж», книжка про наркоманов. У нее реальность выглядела вот так. И это то, что, да. Дальше. С реальностью вроде понятно, да? Все равно каждый из вас, как фотограф, будет фотографировать что-то свое. И даже при этом утверждение о том, что если у вас есть камера, вы всегда можете сделать копию, остается верным. Так? Сейчас начинаем говорить более про сложные вещи. Это документальная фотография в рамках какой-то журналистской истории, я уже просто не помню какой, то ли просто про Сибирь, то ли про Россию. Татьяна Плотникова, журнал «Русский репортер». Для меня эта фотография описывает еще одну грань. Фотография — это всегда визуальный код и некий язык символов. То есть, что мы тут видим, если так вот словами описывать? Вы все видите, да, все. Что на картинке? А на картинке у меня нет тоже. Это все правильно. То есть, что мы видим? Мы видим некое пустое пространство. Да? В нем есть табуретка, в нем есть старая женщина в неком халате, довольно узнаваемом, с косынкой на голове, за спиной у нее дверь. Вот тут висит маленький замочек. Если вы там плохо видите, видите, да, замочек. Тут некая какая-то еще белая штука. Дверь там обитая дермантином, на клепочках. И вся обстановка и вот этот внешний вид табуретки легко идентифицирует, что это не Европа. То есть выглядит все как-то привычно. Она держит в руках картину. В картине некие кусочки людей изображены. Но это фотография. Выглядит даже у вас, что это фотография, но в фотографии стоит стекло, защищающее фотографию от воздействия пыли. Я специально говорю казенным языком, чтобы вы понимали, что я пока описываю просто, что там есть. Да? Стекло. В стекле оно преломляет определенным образом свет, и фотограф выбирает такой ракурс, чтобы появилась засветка, чтобы там отражалась, решетка окна. У меня на самом деле там решетка окна видна, то есть, что говорит нам, чуть-чуть видно, и что говорит нам о том, что это веранда. И вы понимаете, что это какое-то пространство, где фотограф сам посадил эту женщину, потому что там достаточно светло, чтобы снимать с естественным освещением. Но она их посадила так, чтобы превратить этот снимок в некий образ, потому что для меня женщина, одиноко сидящая с пустой табуреткой рядом, потому что у меня пустая табуретка дополняет ее одиночество, никто не сидит рядом, да? Держит в руках картину, в которой не видны лица людей. Это не картина, а фотография. Причем 2 человека изображены. Судя по всему, мужские стрижки. То есть там не женские какие-то стрижки, челки на бок, то есть да? И для меня единственный вывод, что это люди, которых нет. Но которых нет 2 способами. Можно грустно сразу думать, что это ее сыновья, которые умерли. Потому их лица постепенно стираются из памяти. Она их не просто сфотографировала с фотографией детей, да, что типа вот они были, их нет, и черная ленточка внизу, да. Нет, она их просто с помощью вот этого визуального символа, то, что их лица закрыты бликующим светом, да, вдруг бывает появляется такой мыслительный процесс, что это люди, которых нет.
Одно дело смерть, другое дело, что это деревня, и, возможно, они просто не навещают, они просто не приезжают, и их нет по этой причине. Но судя по тому, что фотография довольно старая, скорее всего, что их нет, ну, потому что не современная. То есть, ну, хотя, может быть, они снимались тут, когда были молодыми, они сейчас уже свои семьи, и они тоже на пенсии, там, ну и так далее. Понимаете? То есть фотография любая визуальный код и язык символов. Вот это тоже. С одной стороны, ну что мы видим? Обстановка в данном случае не играет никакой роли. Она расфокусирована, и там нет узнаваемых объектов, вообще никаких. Но тут видно, что есть одна девушка, есть другая женщина. Ну, не знаю, насколько вам понятно, но вроде как женщину можно идентифицировать, да? И, ну, чтобы дальше, ну, я не буду вам рассказывать предысторию, любая фотография имеет под собой право на подпись. Вы же понимаете, то есть уже подпись где сделана, кто изображен, но ее никто у вас не забирал. Никакого названия лирического, да, там просто фактическая информация может быть, да. И если это снимается каким-то документальным проектом, например, да, или даже просто проектной фотографией, там может быть еще описание этой серии. Ну, представляете, такое бывает. Тут пока у нас такой информации нет, но что мы видим на картинке, исходя из этих символов. Мне важно, что девочка внутри этого колпака спокойная. Ну, то есть ей неплохо там. Ну, то есть она не изображает нехватку воздуха, то есть она там не грустная до конца, она просто довольно спокойная, закрыты глаза. Вот, дальше. Следующая грань. После того, что это визуальный код, вот вам такая штука. Я начинаю утверждать, что фотография — это умение видеть. Умение видеть, но посмотрите на эту штуку. Она, казалось бы, очень обыденно выглядит. Ну, как-то так. Нет? Обыденно? Нет? Совсем фантастически. Но вот поэтому фотограф это и снимал. Это Рена Эфенди, фотографии из города Ош, Узбекистана. И это типа того, на фоне чего, наверное, фотографируют людей в фотостудиях. Ну, или где-то, ну, у фотографа, да, дома. И, скорее всего, вот смотрите, если за курсором думать, да, то фотограф вот столько вот берет из этого города Ош. Фотографирует человека в лучшем наряде на красивом фоне. То есть он берет только часть. У фотографа, который хочет рассказать что-то новое и показать нам, чего мы еще не видели, включается в голове иное. Она понимает, насколько это сюрреалистично выглядит. Все эти обезьяны, все эти цветы, женщина в этих фиолетовых тапках, которые вам, ну, видно, что фиолетовый какого-то цвета, да, стоящая на таком фоне. И вдруг, ну, для нее это умение видеть, чтобы показать нам много, больше, чем видят другие люди. То есть другой человек, другой фотограф, который там профессионально работает, он для себя видит красивую карточку вот так. Она нам показывает некую иную реальность, и она становится для нас интересной и тем самым красивой. Еще задумайтесь о том, что в фотографии понятие красивого связано с интересным, ну и не скучным. Она никак может быть не связана с эстетикой. И этикой, кстати, тоже. Она может быть просто интересной. И нам будет интересно ее рассматривать. Иногда даже просто по пятнам. И она будет не нести никакой идеи, ну как таковой. А может быть, этими пятнами будет нести идею. Но тут в данном случае за счет количества деталей, которые есть в кадре, и странного их сочетания, нам это интересно смотреть и видеть, да? Ну или вот такое другое умение видеть. Как раз таки насчет пятен. Тут видите, что тут группа людей какая-то, слившаяся, ну 3 головы, видите, да, более-менее, что это несколько человек стоит. У меня они более явно видны. Это Георгий Пинхасов, Георгий или Георгий, да, из его серии «Фотография Японии». Ну то есть так не каждый тоже увидит, не каждый так снимет, а он нам показывает вот такой вот кусочек, на самом деле, довольно романтичной реальности офисных работников. Ну, то есть, ну, это же офисы какие-то, люди в пиджаках, то есть, ну, возможно, какая-то официальная конференция, и вдруг она превращается в мир, наполненный светом. То есть, совсем другая штука. Или вот такой вот мир. Он превращается больше в сказку. Девушка, над головой ее тень кораблика, вам видно, ребят, я так сижу, нормально? Какая-то сеть, и вдруг внутри обычный какой-то, ну, интерьера комнаты, вам жалко, не видно, что тут еще люстра висит. Она совсем у нас в темноте, ну да, кусочек какой-то виден, но у кого-то такое умение видеть. Заметить сочетание вот этих объектов, которые в нужной точке, в нужном месте приносит, ну, с одной стороны, комикс превращает, ну, вы знаете, как в комиксах эти стрелочки, о чем человек думает, ну, о чем он мечтает, и вдруг у нее появляется над головой, у нее пиктограмма, о чем она думает, ну, как будто бы, да.
Но судя по ее серьезному виду и такому отстраненному взгляду, ну, возможно, это не превращается в смешное, в смешную пиктограмму, да? Ну, либо вот таким вот способом фотограф может видеть. Он, наоборот, может из реальности выбирать немного, не больше, чем видят другие люди, а наоборот меньше. И тем самым создавать образ. Это фотография Джеймса Нахтвея из Чечни. Ну, всего лишь голова ребенка, ну, глаза и голова, и на фоне разрушенной улицы. Для него это был создан образ войны. Ну, вот таким образом, без показывания крови, видите, что крови как таковой нет, оторванных конечностей и чего-то еще. Потому что иногда для фотографов, ну, самый простой способ войну показать с помощью крови. Это очень легко и просто, но, например, агентство Magnum к этому не стремится, они стараются работать на других основах. То есть, да, ну, Нахтвей, конечно, не в агентстве Magnum, но все равно есть такие пересечения, что вот, нет, извините, заговариваюсь, не пересечения, а есть такое мнение, что все же не надо использовать самый легкий путь для того, чтобы кого-то шокировать. Но шокировать иногда просто, а мы уже к шоку уже устойчивы. Нас все-таки надо заинтересовать образом, и тогда это начинает работать. Потому что тут работает и голова, и глаза, и сама форма подачи снимка, и это уже превращается для нас в чем-то в интересную информацию. И когда мы говорим про то, что фотограф связан с умением видеть, задумайтесь о том, что это всегда выбор. То есть фотограф выбирает, когда он снимает что-то, кусок реальности, либо большой, как тут, либо маленький кусочек. И только тогда этот кусочек начинает хорошо работать. Потому что, ну, покажи она еще всю обстановку, всего там, что там было. Ну, возможно, было бы слишком много деталей, и нам бы не нужно столько, да? И выбор двойной. Выбор происходит во время съемки, и выбор происходит после. Ну, у вас есть такая возможность, вы снимали, и потом выбрали из этого там 5 фотографий, а сняли 36 там. Ну, и вот эти 5 фотографий, которые вы выбрали, не будут говорить о вас как о фотографе. Не вся та пленка, где могут быть неудачные моменты, а только то, что вы выбрали и показали. А другой фотограф из этих 36 кадров у вас может выбрать что-то другое, но это уже будет он, а не вы. Ну, или такая романтичная штука, да, в контровом свете тоже, да. Но мне самое интересное, что, во-первых, тут стилизация сделана хорошо, во-вторых, он держит двумя руками. Ну, для меня это важная часть, потому что иногда люди держат одной рукой и не знают, куда деть вторую руку, а он держит двумя руками. Ну, это так, это чье-то тоже умение видеть в таком ключе. Дальше. Ну, вот такая вот карточка, видите, она немножко странная, да, мальчик с глазами, которые закатаны вверх. Или вот такая карточка. И это еще одна грань фотографии. Или вот такая карточка. Дело в том, что фотография может иметь такое свойство, как расширение наших представлений о том, что еще можно видеть. То есть фотограф, когда что-то снимает, он вдруг расширяет наше представление о визуальном. То есть он показывает, на что еще можно смотреть, что еще можно наблюдать. Ну вот в данном случае мне это больше всего иллюстрация нравится. То есть вот эта Арья Хутайнинен, фотограф из Финляндии, она вот сняла вот так вот. И вы понимаете, что это совсем иной образ музыки. Ну то есть и образ какой-то, ну вообще, вот. И я опять цитирую практически Сьюзан Зонтаг о том, что это она говорила о том, что фотография — это этика визуального восприятия. То есть этика что нам делает? Этика задает определенные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, да? И вот она называет фотографию этикой визуального восприятия нашего. Когда мы видим что-то новое у фотографов, мы тут же можем начинать наблюдать это в действительности. Ну то есть мы вдруг можем потом увидеть вот такого человека без головы. Ну, когда вдруг так случится, да, и понимать, что это может быть интересно. Ну, как, не знаю, видите вот эти ноги, да? Вы понимаете, что она стоит, как египетская живопись там наскальная, или как на пирамидах, да? Но помещена в совершенно иную обстановку. Ну да, это было сделано специально фотографом, он раскидал нам вот эти вот знаки, но он вдруг показал, что и так можно относиться, например, к портрету. А кто-то показал, что вот так вот можно. И
Ну или вот так. Вот это из проекта Дарьи Туминас про Ивана и Луну, про двух братьев. Он довольно-таки, ну, в принципе, документальная серия фотографий такая. Ну, в ней есть элементы постановки, но для меня важно вот там, вот видите, что там горизонт вот так вот проходит. Он абсолютно на пустом фоне. Ну и вот эта вот странная эмоция. Что случилось с глазами, то есть у него. То есть фотография всегда нам показывает, как еще можно что-то сделать, как еще можно что-то сфотографировать, ну, когда мы на нее смотрим. И, ну, позволяет по-новому как бы обновлять наш взгляд на реальность. Мы вдруг начинаем по-иному видеть сами, когда мы увидели это на фотографии. То есть это еще одна важная грань фотографии. Ну или вот, это Вильям Эгглстон, цветочная женщина на цветочном диване. Но он фотографии никак не называл, но Эгглстон это человек, который сделал цветную фотографию искусством. Потому что до Эгглстона цветная фотография считалась любительским делом, либо журналистским каким-то делом, там, ну и даже репортеры очень многие снимали в ЧБ, когда делали серьезные проекты, которые хотели поместить в галерею. То есть, а Эгглстон сделал так, что фотографию стали там выставлять в Музее современного искусства, ну, то есть, ну, а тут, видите, женщина на цветочном диване. То есть можно наблюдать и эти пересечения вот этого цвета, вот с этим цветом, и с почти отсутствием цвета вокруг. Там есть только зеленка и все остальное серое практически. И она одна такая самая цветная. Ну, конечно, блин, жалко, плохо видно. Ну. О, а вот я. Вот смотрите, даже почти так же. То есть если вот это вот все снять, то есть вот будет почти так же. Вот. И мы сейчас переходим, все усложнять, начинаем наше понимание о том, чем может быть фотография. И это еще одна грань. Есть такое понятие в философии симулятор. Не бойтесь, оно не кусается, хотя оно выглядит как животное, да, там симулятор какой-то, да, не знаю, бурбулятор, то есть ну, какие-то такие вещи. Да. Так вот, симулятор — это довольно интересное понятие. Это, ну, его определение очень простое. Это знак, который не имеет означающего его объекта в реальности. И фотографию называют именно так. Тот же Ролан Барт в своей книжке, он говорит, что это знак. Любая фотография, которую мы имеем, это некий знак, ну, некий символ, мы про это уже говорили, да? Но символ, который не имеет своего объекта в реальности. Почему я показываю себя тут? Потому что у меня стрижка другая. Ну, условно говоря, этот уже знак, он не до конца совпадает со мной. То есть у этого вот символа, который тут изображен, у этого знака, у него нету объекта, который есть в реальности. То есть это нас опять возвращает к тому, что фотография — это прошлое, и фотография — это было. Но уже с других позиций, потому что, ну, любая фотография, как только она сделана, она тут же не имеет за собой реальности как таковой. И это тут же нас приводит к вопросу об объективности. Потому что вы можете сказать, что у фотоаппарата есть объектив, поэтому фотография объективна. Получается, что это не так. Потому что, с одной стороны, это прошлое, а с другой стороны, хотя это прошлое, но оно уже, это было, да? И с другой стороны, это симулятор, потому что это не имеет под собой реально существующих уже объектов. Ну, понимаете, что это такая довольно странная грань фотографии, но для нас она, ну, иногда принципиальна, когда мы начинаем, как там в журналистике, думать об объективности, достоверности. И из-за вот этих вот штук, и вот из-за того, что фотография не имеет за собой объектов реальности, вот по-настоящему, да, мы приходим к тому, что вся журналистика субъективна. И она зависит от того, что человек себе, как человек воспитан, условно говоря, за белых он или за красных, да, и отсюда формируется уже его реальность. Ну, еще это опять-таки возвращает нас к тому, что фотография — это копия мира, но мира у каждого по-своему своего. Ну и это тоже, любая фотография симулятор. Это женщина, которая клепки вставляет или там зачищает поверхность колпака бомбардировщика Б-16. То есть это 44 год. Мы не привыкли видеть эту реальность в цвете. Но американцы снимали на цвет, даже пропаганду. Ну а вот эта команда бомбардировщика Б-16, да, там Б-16, да, летающая крепость, по-моему, да. И, ну, вот такие вот. Но это тоже ребята, которых уже нет, возможно. Ну, в целом, поэтому я показываю тут старые фотографии, да. А вот это вот портрет женщины с мертвым ребенком. Вот ребенка, когда, ну, у них традиция такая была, даже новорожденных
фотографировать вот в таком виде. Знаю, что иногда это неприятно, но это было. И для меня важно это показать, потому что действительно вот с этим ребенком сфотографировались, а потом его не стало вообще. Вообще существовать как материально, вот как тело. И все, он превратился в знак, которого уже нет в реальности. Ну и дальше фотография, следующая грань. Это очень часто смерть субъекта. Это тоже цитата почти Ролана Барта. В каком смысле? То есть очень, смерть субъекта. Что такое смерть субъекта? Субъект — это личность, условно говоря, да, индивид. Но фотография очень часто приводит к тому, что как таковой личности в ней нету. И это вот очень явная иллюстрация того, что эта девочка превратилась в объект. В объект некого творчества, объект некой манипуляции фотографом. И она уже не она уже кто-то, но не она. Рука в молоке, красная шапочка, наверное, с молоком шла к бабушке. Волк ее завалил. Видите, даже цветы накиданы. То есть, вот отношение к ней никак не имеющее. То есть нафига молоко, нафига цветы. То есть специально такая дурацкая абсолютно иллюстрация. То есть, И вы понимаете, что на ее месте мог быть кто угодно. И вообще не важно кто, лишь бы на человека походил. То есть, вот. Хотя вот это то же самое. Вы видите, что очень правильный цвет, довольно чисто, не видите, да? Блин, как жалко. У него эмоция какая-то такая явная очень, да? Все красиво снято, на синем фоне, то есть пустой фон, то есть все ярко выделяется. Это пропаганда американская. Но и пропаганда, она обязана быть ясной и понятной. Этот человек изображает некий коллективный образ, и он уже не сам по себе, не собой является. То есть фотографии часто приводят к этому. То есть посмотрите нашу социальную рекламу за Беларусь, там очень часто это очень так хорошо видно. Смерть субъектов как таковых там есть, и там есть, условно говоря, образы, которые нам хотят быть внедрены в сознание, там, да, кто там, образ пограничника, образ его любимой в национальном костюме с лозунгом «С миром на границу», то есть, как бы, виски такое висело, то есть, да, и все остальное, что у нас висит тут, да, вот там вот учительница очень хорошая около музыкальной гостиной, я ее так очень часто рассматриваю, там такая шикарная, на самом деле, в чем-то фотография, как документ эпохи, там сидят такие бедные дети, которых посадили в нужную позу, и они там коллективно умирают. Потому что они там видно, что их фотографировали, видно, как кто-то тянул руку, да, а потом еще учительница с какой-то полуулыбкой, и все это розовое какое-то такое очень странное.